сейчас будет.
Добрый вечер, уважаемые болельщики. Здравствуйте, друзья. В Уфе уже вечер, ну а солнце пока еще только-только лишь начинает садиться. 20 минут, точнее, если быть, 11 минут восьмого. А в Уфе еще светло, и это навеивает нас на мысль о том, что близко-близко лето. Перешли уже в весеннюю фазу, ну и довольно-таки длительные выходные проводила и башкирская хоккейная лига. Много матчей было интересных, много событий, новостей. Есть чем с вами поделиться. Но давайте обо всем по порядку. Вашему вниманию представляется третий матч уже сегодняшнего игрового дня, в котором башкирские распределительные тепловые сети, в рамках которого встречаются с командой коллективом БЭСК. БЭСК — это башкирская электросетевая компания. Если вдруг кто не знает, РТС по левую руку от нас в темной форме, БЭСК посветлее, так скажем, и располагается справа. Чатик трансляции активен, давайте поддержим его своими сообщениями. БЭСК выиграет, считает пользователь Slack Lime, Олеся Загидулина. БЭСК вперед, смайлики, сразу 3 штучки с огнем, и Айрат Вильданов, РТС Алга, что в дословном переводе можно озвучить как вперед РТС. Да, ну, возможно, кто-то не знает, бывает и такое. 1,5 минуты позади, и сейчас мы наблюдаем за атакой команды РТС. К слову, ну, давайте обо всем по порядку. Конечно же, есть чем поделиться, какими новостями, но учтем формальности и озвучим составы команд. По порядку предлагаю начать с номинальных гостей. Башкирская электросетевая компания. Заявлен единственный вратарь, это Рамиль Загидулин, номер 51. Полевые игроки: Анатолий Колесников 3, Ильдар Хамитов 8, Владимир Пескунов 10, Дмитрий Шеймарданов 11. Эльдар Раскулов играет под номером 13, Евгений Еловенко 15. Хотелось бы, конечно, видеть шайбу. Вадим Петров 19. Искандер Салихов играет под номером 21. Сергей Минервин 23, Юрий Богданов 29, Алексей Петров 32, Юрий Филиппов 39, Дамир Гарипов 88, Илья Сагеев 93 и Алексей Файрушин играет под номером 97 в коллективе БЭСК. Руководящий состав команды: администратор Александр Борисович Зайцев, Юлия Анатольевна Казанская, начальник, и Салават Рубинович Хайрулин, тренер команды БЭСК. Первое нарушение в матче, и мы понаблюдаем за игрой в формате 5-4. В большинстве действуют энергетики БЭСК, а вот их коллеги из распределительных тепловых сетей вынуждены обороняться четвером. Но в целом это не препятствует, да, чему-либо. Устремляются они, по крайней мере, пытаются здесь устремиться в атаку. Ахунов вышел на оперативный простор, при этом Колесникова положил на лед, и какой-то, похоже, вопрос был, да, у Анатолия к своему сопернику, что же, собственно, произошло. Но рефери на льду находится, все в рамках правил, поэтому мы продолжаем двигаться дальше. Чернов неплохо в моменте выкатывался, но уже на подходе к защитнику ничего такого сверхъестественного предложить нам не смог. Состав хозяев: башкирские распределительные тепловые сети, пара вратарей: Вадим Вильданов номер 1, Илья Варич 23, Андрей Чернов. Полевые игроки пошли у нас: Андрей Чернов 10, Никита Орлов 8,
Хамаханов Роман 9, Алимжанов Кайрат играет под номером 11, Рустам Латыпов 12, Денис Ахунов 17 и Виктор Воздвиженский номер 18. Бросок с правого полуборта в исполнении РТС под представление их составов, но, впрочем, на месте Загидулин. Все в порядке. Продолжаем наблюдать за игрой далее. Остановились на Викторе Воздвиженском. И, как я помню, Даниил Матвеев, номер 21 в составе РТС. 47-й Олег Кадала. 69-й Альберт Гаянов. 77-й Альберт Минигулов. Номер 78 Виталий Филатенков. Александр Харитонов 83-й. Эдуард Вахитов 88-й. И Илья Макурин играет в команде Баш РТС под номером 99. Только Бэск и только победа. Пишет нам в чатике Вероника Петрова. Айдар Хабилов, РТС. Задайте им жару. Призывает он свой коллектив. Крупным планом вратарь команды Бэск сегодня единственный заявленный. Рамиль Загидулин. Так, ну и давайте потихонечку переходить, наверное, к новостям. Разыграли, так скажем, определился чемпион регулярного сезона в рамках Башкирской хоккейной лиги. И стал коллектив Транснефть Урал. Буквально на предыдущем матче вручили организаторы тот самый заветный трофей представителям команды Транснефть Урал. Ну а раз уж мы добрались до такой информации, турнирная таблица сама по себе намеревается. Да, Транснефть Урал 14 игр было проведено в регулярке, из которых лишь в одной они уступили по послематчевым броскам. Забитые и пропущенные шайбы 95 против 19, 39 очков в целом было в зачете команды Транснефть Урал. Вот по ходу регулярки в 14 играх уступили они лишь один раз. Настолько в сильном своем ключе подошли к сезону БХЛ коллектив Транснефть. Ну и, собственно, за это и получили заслуженную награду. Макурин. Сразу два защитника выходят ему на перехват. Бросок, но не точно был Илья. Лицевой борт. Шайба уже рикошетом дальше переходит во владение Бэска. Но, впрочем, надолго ли? Другой вопрос. Хитро действовал Макурин. Накрыл шайбу своей перчаткой или крагой, да. Тем самым не позволил сопернику игровым снарядом-то и завладеть. Хороший бросок на месте Загидулин. Атаку нивелирует. Турнирная таблица. Бэск идет на третьем месте. 14 игр, 7. 7 победили. Соответственно, в таком же количестве матчей одержали поражение. Забитые и пропущенные шайбы 31/60. 20 очков в коллективе. В зачете коллектива Бэск. Баш РТС идет в турнирке на первом месте. Единственное, что с конца турнирной таблицы, к сожалению, для ее болельщиков. А так коллектив очень здорово смотрится по ходу регулярного сезона БХЛ. Единственное, что побед как бы маловато, да? 13 игр и только одна победа. И та, к сожалению, не в основное время в серии после матчевых бросков. Забитые пропущенные шайбы 18 против 63. Не часто, но тем не менее коллектив забивает. Есть мастеровитые игроки. И в целом по ходу сезона видно, как набирает определенный игровой опыт и делает какие-то выводы с каждой последующей игрой.
коллектив Баш РТС. 4 очка всего в этом зачете. Ну, согласно за как раз-таки ту выигранную игру серии послематчевых бросков. Пока предыдущие игры у нас проходили, наблюдал я за матчем континентальной хоккейной лиги. Там в 1/8 в Челябинске на стадионе Арена Трактор состоялся 6-й матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором Трактор принимал уфимский Салават Юлаев. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 4-2, ну и благодаря чему они выиграли серию. По сериям также 4-2 был счет, и вышли на следующий этап соревнований. А Салават Юлаев, к сожалению, для своих болельщиков в следующий этап соревнований-то не выходит. Абеск, вперед, ты лучший, пишет Наталья нам в чатике, но на этом фоне все-таки оформляет первую шайбу в этом матче Альберт Минигулов, тот, что из состава башкирских распределительных тепловых сетей. Смотрим еще раз момент на повторе. Здесь Латыпов бросал, да, и рикошетом волей судьбы достается шайба Альберту Миниголову, а там уже в пустые ворота. После рикошета не смог контролировать шайбу Рамиль Загидулин. Воспользовался этим моментом Альберт Минигулов. 4,5 минуты и порядка 12 минут нам потребовалось для того, чтобы увидеть первый голевой момент в этом матче. Ну, все только начинается. Вы сами все слышите, дорогие друзья, какая царит атмосфера в Уфа-арене Малой. Да, вот если кто вдруг смотрит трансляции, возможно, такие есть, да, кто задумывается о том, что прийти и поболеть за свой коллектив, то скажу вам, что приходите, дорогие друзья, вход абсолютно свободный, Уфа-арена Малая, все доступно, открыто, никто не спросит, как зовут, поэтому спокойненько приходим, болеем за коллективы. Иной раз, конечно, смотрю, я не так много народу присутствует на матче, как хотелось бы, допустим, мне. Ну, все понятно. Во-первых, занятость, наверное, да, у людей какая-то, выходные. У кого они есть, те стараются как-то проводить это время, возможно, с семьей, да. Ну и вот так на досуге тоже прийти и посмотреть матч было бы неплохо, я думаю. С другой стороны, 21 век, трансляции классные проводит Башкирская хоккейная лига. И вот можно посмотреть, помимо того, что воочию, еще и на YouTube-канале Башкирской хоккейной лиги. Валерия Егорова присоединяется к чатику нашего эфира с сообщением Баш РТС. Вперед! Две с половиной минуты и первый отрезок мы с вами уже завершим, дорогие друзья. Ну и, наверное, о прошедших матчах, которые были сегодня, расскажу вам уже в периоде втором. Матвеев ловко оставляет шайбу на своего партнера, но здесь едва ли вот не привезли. Да, сами свои ворота уже в падении.
Илья Варич в последний момент вынужден подальше от себя отодвигать эту угрозу в виде шайбы. Обратите внимание, как ловко Бэск в высоком прессинге подловил соперника на ошибки. Здесь выход 1 на 1 у нас будет. Вадим Петров можно решать в этой ситуации, что и делает. Браво, Вадим Петров. Варич не справляется с этим давлением. Давайте посмотрим всю атаку, развитие событий. Да, досадно здесь Гаянов на выходе из зоны практически. Ну, в средней уже был он. Ошибается, да. Неточный прием. Как предшествие этому событию, неточная передача от партнера. Гаянов не справляется на этой прекрасной для себя ноте. Бэск начинает забивать в этом матче и сравнивает счет. Уже на первый перерыв настрой будет, ну, наверное, слегка поинтереснее, да, дорогие друзья, нежели уходить в раздевалку со счетом 0-1. Так. У нас удаление. Здесь прекрасно наблюдался этот момент. Знаете, возможно, даже я не думаю, что специально Яловенко делал эту подножку. Так, волею судьбы, возможно, получилось, что зацепил он там своего соперника. Но в то же время игрок Баш.РТС не растерялся, да, и уже, можно сказать, лежа на льду. Уже лежа на льду, также ответил партнер аналогично. Первый игровой отрезок позади. Немножко отдохнем, вернемся совсем скоро. Победи, как ты умеешь, покажи красивый гол. Показал нам режиссер нашей трансляции. Прекрасная болельщица, которая пришла с плакатом, чтобы поддержать свой любимый коллектив. И, конечно, атмосфера очень радостная. Юрий Богданов из коллектива Бэск забивает вторую. Потребовалось буквально 20 секунд во втором периоде, чтобы забросить Богданову. Смотрим еще раз момент на повторе. Ну, практически всю команду здесь обыграл из-под защитников, да. Варич не ожидал, что будет бросать с этой позиции. Игрок команды Бэск. Но вот беда приходит, как правило, оттуда. Откуда ее не ожидаешь. В первом периоде у нас две шайбы. Мы с вами наблюдали. Первым счет открыл. Так, момент напряженный у нас. Положение на лед Загидулина. Рефери на месте. И вот где-то, как мы видим, клюшка в амуниции, да, затесалась. Но вот момент, конечно, довольно-таки интересен, не считая того, что прилетела, по-моему, клюшкой там в щиток
Рамиль Загидулину. Единственное, только это нас не радует, а так в плане зрелищности момент, конечно, был интересный. В составе Баш РТС вообще первыми они открыли счет в этом матче. Забросил Альберт Манигулов. Далее уже буквально за минуту. Да. Так, что-то у вас тут из разряда непонятно. Во-первых, непонятно, почему Евгений Лавенко так передвигается. А во-вторых, кто-то из зрителей спрашивал, это что такое. Ну, ладно, поиграем и увидим. Так, в составе БСК буквально за минуту до сирены на первый перерыв шайбу забросил Владимир Петров, и уже спустя 20 секунд игрового времени в периоде втором добавил в копилку башкирской электросетевой компании шайбу Юрий Богданов. В чатике слегка накопилось сообщений, с вашего позволения их зачитаю, но только после атаки РТС. А вот на Макурина не дошла, да, сейчас шайба до Ильи. Вот, хорошая позиция у него была, в теории могли счет-то и сравнять. Нахунова в средней зоне обокрали, по крайней мере, в отношении шайбы. Воздвиженский. Непонятно, кому делал пас Воздвиженский, но в любом случае там Пескунов забрал, а по-прежнему шайба остается под контролем РТС. Минигулов пошел за дублем, но не дошел. Макурин. Под синюю, Кадала, бросить не получается, в средней зоне шайба. Так, в чатике пришли сообщения. Бэск чемпион победит сегодня. Он пишет нам Данил Ярослав. Данил Ярослав. Так, по крайней мере, написано. Ну, вот вы знаете, я здесь с вами не соглашусь, Данил. Потому что чемпион регулярного сезона у нас все-таки сегодня объявили, что это Транснефть Урал. А вот победит ли сегодня Бэск, это, конечно, вопрос открытый. Здесь нужно по-хорошему дождаться окончания матча, все-таки, чтобы сделать вывод о том, кто победит. Салихов. Бортика. Кто первый будет на подборе у нас? Филиппов. Бэск вперед, Олеся. Также молодцы. Бэск вперед, Данил. Такие зрительские овации, да? Сейчас Рамиль Загидулин. Капельку их, по крайней мере, ухватывает в связи с этим эпизодом. Наталья Левина. Юрка молодец. Бэск вперед, пишет Наталья. Ну, я так понимаю, судя по всему, Юрка молодец. Это вы про Юрия Богданова, номер 29. Конечно, мне его тоже удобнее бы было так называть, но все-таки у меня он Юрий Богданов. А так, да. Шайба красивая была, забита Юрием. Здесь, конечно, никаких вопросов возникать не может. Да еще как, да, буквально 20 секунд. Там второй розыгрыш только начало периода. Счет равный был тогда, но это уже история, потому что Алексей Файрушин, номер 97, уже забивает третью. И не знаю, честно говоря, что вот нужно будет сделать сейчас РТСу, чтобы как-то остановить эти участившиеся атаки представителей Бэска. Ну как же здорово, да, и по фирменному отпраздновал там Алексей Файрушин от взятия ворот. Мы говорили про гол Юрия Богданова. Да, второе буквально выбрасывание. Входит на оперативный простор. 1 на 1 с вратарем. Обыгрывает Варича.
97-й. Алексей Файрушин. У меня, по крайней мере, так записано. По-моему, судья-информатор немного иначе сказал. Ну да ладно, и вот эта вторая шайба, да, Юрия Филиппова, она, на мой взгляд, ну, довольно-таки важна. В том плане, что когда счет равный, пока непонятно, только вышли коллектива на второй игровой отрезок. И здесь уже с первых его секунд Богданов задал темпу всей команде, какую-то некую такую дополнительную мотивацию, да, предоставив коллективу. Но, ребята, срочно все вперед. Так, РТС молодцы. Баш РТС, с тобой прогресс. Пишет Рустам, ура, Беск. Баш РТС, с тобой прогресс, за тобой игра. Ты чемпион навсегда. Вот под эти прекрасные сообщения Рустама забрасывает коллектив распределительных тепловых сетей. Давайте посмотрим еще раз этот момент на повторе. Орлов. Ну, все ловко и грамотно сделал здесь, да. Орлов, несмотря на то, что находился там в районе пятака и Виталий Филатенков, но в свою очередь Филатенков тоже важную лепту довольно-таки внес. Он там подтолкнул защитника и Загидулину закрыл обзор. Фактически получается. В результате у Загидулина правый угол остался неприкрытый. Не смог он вовремя среагировать на бросок Никиты Орлова. И тем временем счет становится уже у нас 2-3. Ранее в сегодняшнем игровом дне встречался коллектив БГК с Транснефтью. И вы знаете, на удивление, сегодня все матчи такие какие-то своеобразные, но необычные, по крайней мере. Не так, как всегда в БХЛ. То есть сегодня у нас Транснефть проиграла БГК, да еще с крупным счетом достаточно 7-2. Башкирская генерирующая компания выигрывает Транснефти. Это чемпион регулярного сезона, который уступил по ходу 14 игр вообще всего одну игру. И мое удивление было наблюдать за этим матчем, как проигрывает Транснефть. Ну, я сделал там выводы для себя, да, понятно. А БГК на 4-й строчке как бы идет, и здесь Транснефть уступает. Наверное, все уже коллектива мысленно в руках был тот самый заветный кубок. И настроен на игру был, ну, честно говоря, и по счету даже видно, минимальный. У нас удаление. Автор второй заброшенный. Андрей Чернов. Ну, недоволен здесь Андрей. Что-то там доказывает все-таки судье, что он правила не нарушал. Но наш зоркий арбитр с ним не согласен, как минимум. Классный момент. Роман Хаматханов. Чисто за счет своих ног, да. Индивидуальной техники. Попытка номер 2, но снова Загидулин на месте. За счет катания и индивидуального мастерства бежал оперативный отрыв от своих преследователей. Но вот на подходе уже к Загидулину переиграть Рамиля не смог. То вторая возможность была у Романа. Воспользовался моментом на выходе из зоны, подловил соперника. Ну и тут Загидулин оказался, ну, не хитрее, да, ну, в общем, переиграл Рамиль. Или Хаматханов не смог переиграть Загидулина. В общем, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Первую игру сегодняшнего игрового дня встречался коллектив УФСИН и Уралец. 3-2 в пользу
Федеральной службы исполнения наказаний. Завершился этот матч. И вот на мое удивление, также здесь интересным образом складывалась игра. УФСИН на второй строчке идет в турнирке, а Уралец на 5-й позиции. Но игра была плюс-минус равная. И более того, что там третью шайбу победную практически на последних минутах там смогли оформить УФСИН. А так при равном счете небольшое количество времени играли коллективы. И практически Уралец был на волоске, можно сказать, для того, чтобы одержать победу над своим соперником. Чуть меньше 3 минут до окончания второго игрового отрезка. 2-3. По-прежнему у нас счет. Вы знаете, буду честен, и когда вот наблюдал я, да, 3 шайбы, забитые коллективом Бэски, я думаю, ну, по-моему, все, этих ребят уже не остановить. Но вот честь и хвала игрокам распределительных тепловых сетей. Как-то они, знаете, все-таки пытаются быть конкурентоспособными в этом матче. И самое главное, у них это получается. Салихов вдоль бортика. На ход то ли себе, то ли планировал на Пескунова отдать передачу. Перехватывает темные. Здесь ай-яй-яй, досадно. Не разобрались, да, сейчас Орлов либо не понял своего партнера, либо просто не увидел эту передачу. Даянов в борьбе с Пескуновым оставляет шайбу за своей командой. Салихов. Как-то ловко, да, здесь Салихов. Ну уж слишком самоуверенно, конечно, играет в своей зоне Искандер. Ахунов остался без шайбы, но пока смену проводит. А игроки Бэска, Загидулин закрывает обзор. Подождал, пока вся пятерка поменяется. И уже со свежими силами пытается строить новую атаку представители Бэска. Макурен. Хаматханов. Поправка, это Ильдар Хамитов был. Да, Хаматханов у нас ранее. У него был момент, когда Роман дважды практически был в каких-то сантиметрах от голкипера Рамиля Загидулина Бэска. А обыграть его так и не смог. А это Хамитов сейчас у нас был. Ильдар. Второй период завершен, дорогие друзья. Немножко отдохнем. Никуда не расходимся.
Третий период в разгаре. И сейчас примерно так же, как и во втором игровом отрезке, забрасывает на первых секундах команда Баш РТС. Автор взятия ворот Андрей Чернов. Но в прошлом эпизоде все-таки сделал это Бэск. Здесь важная шайба сейчас для РТС. Они сравнивают счет. Ой, а Чернов-то у нас забрасывал сегодня. Это дубль Андрея. Да, все верно. Дубль Андрея Чернова. Снова Чернов пошел за хэт-триком уже в этот раз. Тезка Андрей. Довольно обширные выходные в плане игр получились в Башкирской хоккейной лиге. Играли 7 марта, 8, 9 по одной игре. Это сегодня 3 игры, в целом 5 игр за 4 дня. 6 игр за 4 дня. Такой насыщенности я пока не припомню. Обычно 3 игры стандарт по воскресеньям. Но здесь прям что-то из разряда новшества. Порадовала нас лига своими играми. Будет ли добивание? Чернов и в штангу попадает сейчас Андрей. С 7 марта крайнюю игру свою проводил, не считая этого матча, коллектив Бэск. Играли они с уральцем. 5-4 завершился поединок по периодам 1-1, 2-1 и 2-2. Вы знаете, там уралец довольно достойно тоже смотрелся. И в целом-то, анализируя вот сейчас статистику, допустим, количество забитых шайб по периодам, можно сделать выводы следующие, что первый и третий период играли на равных команды, а вот во втором периоде все-таки на одну больше сумели забросить Бэск, и за счет этого в теории одержали победу. Это было 7 марта. Вчера Бэск у нас играл с командой БГК. Со счетом 3-1 также одержали они победу. И получается, что у нас 7 марта раз, два. Третья игра сегодня практически подряд. У Бэска вот так плотно сложилось расписание на этой неделе. То одна игра в неделю, то сразу 3 выдалось. Электросетевой компании. 3-1 обыграли БГК по периодам 1-1, 0, 1-0 и 1-0. Ну, в общем, в первом периоде, да, смогла только ответить башкирская генерирующая компания. А так практически весь матч прошел под эгидой Бэска. Есть очередное взятие ворот. Это хэт-трик. Нет, 18-й, наверное, засмотрелся я. Виктор Воздвиженский. Это, ну, действительно, ранее у нас дубль оформил Андрей Чернов. И вот так вот немножко была приподнят рукав. Не сразу разглядел номер на игроке. Ну, классный гол сейчас забивает Виктор Воздвиженский. Счет матча становится 4-3. Вот такая развязка, да, у нас.
11:40. Еще нам играть в третьем периоде. 4-3. Ну, то кто бы ожидал, да, что под занавес уже практически игры Баш РТС сможет выйти вперед. Да, сегодня непредсказуемый день в БХЛ. Ну, как-то вот не рядовой он, да, потому что и вручили чемпиону регулярки тот самый заветный трофей. Не каждый же день такие бывают события. Не каждый день БГК выигрывает у Транснефти со счетом 7-2. Не каждый день Уралец играет на равных второму номеру в турнирной таблице УФСИНу. Ну и почему бы сегодня не одержать тогда уже, чтобы поставить точку на этом дне, не выиграть, может быть, РТС у БЭСКа. Напомню, РТС у нас на 6-м месте идет, БЭСК на 3-м. Я ни в коем случае, ну, я вообще как нейтральный болельщик, да, как бы у меня здесь как-то нет, в моем понимании, какой-то любимой команды, поэтому я за честную игру, красивый и зрелищный хоккей здесь. Но вот анализируя вот эти все события, пройденные сегодняшнему игровому дне БХЛ, то есть для полного набора не хватает только победы РТС над БЭСКом. Но нет, дорогие друзья, 10 минут еще до играть нам в третьем периоде. И, конечно же, здесь может измениться ситуация как в пользу БЭСКа, так и в пользу РТСа. Поэтому давайте будем до конца досмотрим этот матч. И вы знаете, ну, по каким-то причинам, если БЭСК уступит, мы об этом рано говорить, да, еще, но тем не менее, мы сказал А, говорили Б. То есть заговорили об этом. Здесь у нас выход 1 на 1. Сейчас классное исполнение Чернова. Будет хэт-трик или нет? Будет хэт-трик под верхнюю перекладину. Андрей Чернов обыгрывает Рамиля Загидулина и делает счет в этом матче 5-3. Так, а я что-то в чатик-то уже и не заглядывал, смотрю. Здесь у нас, да, разгораются страсти. Ярослав Данил, который Ярослав пишет: БЭСК, ребят, вперед, нужен гол. БЭСК вперед, Данил. И тут что-то перемешек. Непонятный момент пишет. Ну ладно, разбирайтесь сами, дорогие друзья. Я делов не знаю, болельщик нейтральный, админки у меня в этом чате нету, поэтому пардоньте. Вмешаться не могу, могу только ход беседы поддержать в чате, но в целом его направление, к которому он идет, конечно же, мне не нравится. Поэтому здесь я вас не поддержу. Хэт-трик Андрея Чернова. Вот, знаете, начали говорить, да, о том, что в теории как бы все шансы есть победить у РТС своего соперника. Мы разбирали вот ранее проведенные какие игры, да, и начинаем с 7 марта, получается, у коллектива БЭСК, это уже третья игра. Ну и здесь, наверное, скажу я вам, что не так-то просто все это дается. Поэтому допускаю, что где-то и просто физически не успели восстановиться игроки. Конечно же, составы корректируются, да, по сравнению с вчерашней игрой есть изменения. Ну, не прям такие колоссальные, но тем не менее БЭСКа есть. Но есть стойкое ощущение, что после вчерашней игры действительно хоккеисты восстановиться полностью не успели. Уж больно мало времени было у них на это. Положение вне игры.
Вперед, РТС! Не сдавать позиции, пишет Эйдер Халилов. Но пока не сдают РТС, только набирают. А Беск, в свою очередь, что-то нужно решать. Желательно прямо здесь, прямо сейчас. Потому что времени остается не так уж и много. Гарипов бросался неудобный. Снова выходит. Так, здесь вмешивается арбитр наш. Шайба зафиксирована Загидулиным. Но вот как-то лихо, да, пролетел там. Кайрат Алимжанов. И в это же время рефери обратился к игроку Беска. Я уж подумал, не нарушение ли там было. Но уже зрители даже заждались реализации какого-либо момента от Беска. Но пока игровой снаряд под контролем распределительных стволовых сетей. Чернов пошел за покером и забивает четвертую шайбу. Андрей Чернов этого игрока сегодня просто не остановит ничто. Это словно пушка какая-то, которую машина. И вот что сделать, чтобы Чернов сегодня не забрасывал, конечно же, большая задача для Беска. В свою очередь Андрей забросил 4 шайбы, оформил покер в матче, девяточку практически, да. Сейчас он забрасывает Рамилю Загидулину. Ну, конечно, красотища. Я думаю, что смело по количеству заброшенных шайб, по крайней мере, лучшего игрока можно давать Андрею Чернову. У нас 4,5 минуты до окончания третьего периода. 3 шайбы по... Если так Беск начнет отыгрываться, чуть больше минуты на одну шайбу. Не знаю, дорогие друзья, уж давайте будем честны. Возможно, но маловероятно. Шайба на точке бросания в зоне темных. Файрушин. Алексей от Беска поборолся за нее. Также Алексей является автором одного гола сегодня. А справа заходит Петров. Передача на Файрушина. Бросить полноценно не дали. Большое скопление игроков соперника. И там Алексей Файрушину просто даже не дали развернуться фактически. Филатенко. Мини-голов. 3 минуты до окончания матча. Капитан в деле. Виталий Филатенко. Гаянов вдоль борта. Гаянов получает обратный пас. Кого-то ищет из партнеров, да, чтобы как-то развить эту атаку. Но особо-то себя никто и не предлагает, честно сказать. Вот, а Гаянов просто встал на месте, как говорится, как вкопанный. И влево-вправо, ну, ищет. Видно, да, что Альберт уже хочет кому-то отдать шайбы, но нет никого. Ну да, не хватало нам только Куреши. Это башкирская национальная борьба. Вдруг что-то кто-то не знает, не помню я, честно говоря, когда крайний раз были подобные стычки в башкирской хоккейной лиге. Всегда
удавалось их избежать. Но и вот здесь вот давайте будем честны, вполне так дисциплинированно. Ну, немножко накипело, да, обменялись крепкими словами и парочку оплеух там, по-моему, кому-то прилетело, если можно так выразиться. Вот, но в целом до какой-то массовой потасовки это дело не дошло. В этом, конечно, честь и хвала хоккеистам, что своевременно могут они контроль над собой проявить. Так. Ну вот не разобрались сразу, да, видимо, что Анатолий Колесников в штрафной бокс пока заходит, а вот Бэск забрасывает Юрий Богданов, это дубль, вторая шайба. Вторая шайба Юрия. Смотрим еще раз момент на повторе. Заходил справа, более быстрее, нежели, по-моему, Виталий Филатенков там его опекал. Но в результате и опередил Филатенкова еще и вот, Илью Варича. Сумел обыграть. Чистое время. Чистое время, согласно регламенту. Сейчас у нас на таймере 2 шайбы. Не хватает Бэску для того, чтобы перевести эту игру в серии послематчевых бросков. Согласно регламенту у нас таковые. Ну вот, в случае, наверное, если РТС сейчас забьют, то это будет точка в этом матче. Пока нет, говорить об этом рано. Хаматханов Роман сегодня прикладывал довольно много усилий, но реализовать моменты не получалось у Хаматханова. Пас по диагонали. А вот здесь на кого была передача Хаматханов. Но может быть сейчас уже надо что-то делать и забрасывать, так скажем, за все те моменты, которых не получалось забить сегодня у Романа Хаматханова. Но не стал он испытывать судьбу и продолжать как-то дальше эту серию нереализованных своих моментов. Все-таки на опыте Роман подождал, пока подключится его партнер Александр Харитонов. И Баш РТС, дорогие друзья, я уверен, что уже ставит точку в этом матче. 3 шайбы, отыграть за 43 секунды. Ну, не знаю, что должно случиться. Это что-то просто невозможное. Александр Харитонов, номер 83, автор заброшенной шайбы у Баш РТС. А я назвал вроде Харитонова. Так, 20 секунд. Игра высоко поднятой клюшкой. Необычный день сегодня в БХЛ, как мы уже и говорили ранее. БГК обыграл Транснефть. Уралец чуть не обыграл УФСИН. Но Баш РТС одерживает свою вторую победу. Спустя, ну уже если учитывать этот матч, это 14-я игра распределительных тепловых сетей. И вторая победа за 14 игр. Не так часто радует своих болельщиков коллектив башкирских распределительных тепловых сетей. Ну, периодически это делают, как мы видим. Звучит сирена, окончен 3-й период. РТС с волевой победой. Поздравляем Бэск. Судя по всему, не успели восстановиться ребята, но тем не менее в упорной борьбе они своему сопернику уступают.
Матч окончен, дорогие друзья. С вашего позволения разрешите откланяться. До новых встреч. Увидимся на хоккее. Всем пока-пока.